Все в руках Аллаха, затем в руках правителя. Может, кому наверху не понравилось? Если закроют, увидите, какая судьба города ждет. Тут только будут жить крестьяне. Теперь, если рудник закроют, часть людей уедет. Мы все свое здоровье отдали ТБРУ. Всю нашу жизнь, здоровье. Арқалықтан 70 шақырым жерде Қайын деген ауыл бар. В 70 километрах от Аркалыка находится село Каинды. Там я и родился. Там окончил школу. Оттуда ушел в армию. В 91 году приехал в Аркалык работать на Тургайском бокситовом руднике. Машины БелАЗ — это тяжелогрузы. С тех пор и работаю. Мы хотели переехать в город. Когда мы переезжали, советская власть рухнула, а мы обрели независимость. Я устроился на работу как раз в момент обретения независимости. С тех пор прошло 29 лет. 80 жылдары көшіп келдім осы Арқалыққа. Я переехал в Аркалык в 80-е годы. Раньше работал в автобусном парке. Наш автобусный парк закрылся. Потом я пришел работать в ТБРУ. Это было, кажется, в 2004 году. Работаю около 16 лет. Работал на БелАЗе. Жұмысым БелАЗда істедім. После армии сюда переехал. Ну, раньше здесь фирм много было. Работали там. Ну, город разрастался. Ну, а потом уже вынуждена ликвидация же была. Ну, перешли в рудник. Вот в руднике работаю уже 20 лет. Ну, начинал с БелАЗа. Сейчас на другой машине. Сейчас японские там машины у нас. Ну, в принципе, работа нормальная, устраивает, заработок хороший. Но сейчас нас хотят там или закрыть, или ну что-то сделать. Біздің мекеменің жалпы жатқаны. Закрытие нашего производства связано с истощением запасов нашего карьера, поэтому предприятие закрывается. Мы сообщили об этом работникам 2 года назад и приняли меры в целях обеспечения их работы. Вот почему все это было сказано. Основная цель нашего карьера – бокситы. Бокситы закончились, поэтому закрывается. Так говорят ребята, которые работали прежде. Когда открывали Аркалык, проводилась разведка. Говорилось, что руды хватит на 200 лет. Добывали 30 лет до обретения независимости и 30 лет после. Всего 60 лет. Говорят, что здесь есть запасы. Прежде говорили, что качество хорошее. Теперь говорят, что качество снизилось. Почему-то раньше рудник прибыль какую-то давал, а сейчас 3%. Ну, я не стратег и не могу это высчитать, как там. Но почему так тяжело все стало, что не могут докопаться? А почему раньше копали? Почему так резко все прекратилось? Ну, оны енді жоғардағылар жабылады деп енді. Что наверху скажут, то и делают. Сказали, наверное, надо закрыть. Мы думаем о будущем Аркалыка и надеемся, что безработицы не будет. Когда область расформировали, многие уехали. Теперь, если рудник закроют, часть людей уедет. Придется уехать. Не все предприятия города. Мы собрали 10 предприятий, которые нуждаются в работниках. Есть более 150 вакансий. Им нужны работники. Помимо них есть и другие.
У нас есть договоренность с руководством ERG. Пришли руководители ССГПО. Приехали представители Павлодарского алюминиевого завода. Приехали люди из КБРУ. Они также ищут работников на вахтовой основе. Жұмыскерлерді вахтовый методпен іздеп жатыр. Бізге анау арқалықтың әкімі Недавно Аким Аркалыка сказал нам, что нас присоединят к тем или иным предприятиям или птицефабрике. Еще есть работа, есть экскаваторы. Говорят, что найдут работу. Выступая там, Аким хорошо говорит. Но чтобы попасть туда, надо записываться и простоять 2 месяца в очереди. Просто так не возьмут. Нет же такого, чтобы попросил работу, ее тут же предоставили. Есть очередь. А сколько нас человек? 200-300 человек. До января всех не устроит. Это только на словах. оны қалай ол январға дейін кіргізіп болмайды ол айтылған сөз келмейді біздің ағайымызға бізде мынау Нам это не подходит. Те ребята, которые там ходили, проработали не менее 10 лет. Есть ребята, проработавшие 40 лет. Они работают 1 ночь и 1 день. Затем у них отсыпной день, то есть выходной. Они привыкли так работать. Если честно, к другой работе им будет сложно привыкать. Как-то я позвонил на одно предприятие. Сказали, что работа на КАМАЗе с прицепом. Я никогда не ездил с прицепом. Мне, к примеру, для этого нужно учиться. Мне 60 лет. Учиться в этом возрасте непросто. мысалы мен оған үйренуім керек мен 60-ға келдім маған үйренуді оңай емес онда Біз әр адамның аты жөнін білеміз. Мы знаем всех поименно, знаем, когда им выходить на пенсию. У нас есть список, мы работаем над этим. Мы принимали людей с Акимом. Среди них были люди, которым до пенсии 10-11 месяцев осталось. Мы им дали конкретный ответ. В следующем году у нас ожидается отгрузка остатка. Мы будем привлекать этих людей к работе. У нас много объектов. Мы оставляем этих людей работать на жизнеобеспечении этих объектов. Жоспарларымыз бар. біз 60-тан кеткен адамбыз уже Нам уже больше 60 лет. У меня есть друзья, им тоже больше 60. Кому-то около 60 лет. Им предлагают работать вахтовым методом. Поступили предложения из Рудного, Соколов-Сырыбая, Корчага. Там дневная смена 14 дней и ночная 14 дней. 602 человека это не осилит, поэтому мы воздерживаемся. Сил едва хватает на день-ночь. Ездить в командировки и жить вдали от дома и без условий тяжело. Мы уже не в силах работать по 30 дней подряд. Мы все свое здоровье отдали ТБРУ. Всю нашу жизнь. Здоровье. Теперь здоровье не позволяет ехать туда. енді анда барып қаңғырып істеуге бүтін денсаулық келмейді халық текке айтпайды ғой мен сол халықтың айт Люди не зря же говорят. Я согласен с ними. Акимы приходят и уходят, а мы остаемся. Это же народ. Ему работать и жить дальше. У них есть дети. С таким количеством детей им приходится переезжать. Им тоже нелегко. Такая вот ситуация. оларға да оңай емес мына өзі ТБРУда мысалға 2 зат өнеді біз На ТБРУ производят 2 продукции. Наверное, есть и другие элементы. Мы этого не знаем. Это боксит и глина. Говорят, что Россия приобретает глину для доменной печи. Почему бы нам не заливать готовые кирпичи для этих печей? Почему бы не построить такой завод? Если Аким такой хороший, пусть возьмется за это. Глина готовая есть. Давайте делать кирпичи, заливать кирпичи и продавать их. Это еще одно направление работы. Допустим, алюминий Казахстану это не нужно. Но может есть и другие элементы. Надо приглашать специалистов. Вон сколько карьеров выкопано. Наверное, есть хорошие элементы. қазулы тұр ғой енді қаншама карьер жақсы элементтер бар Біздің компанияның мақсаты бұл Основная цель нашей компании – добыча бокситовой руды с последующим получением глинозема на Павлодарском заводе. Это наша главная цель. Мы производим огнестойкую глину из вторичной руды. Так что у нас не было, как вы говорите, других планов относительно завода. пландарымыз болған жоқ. Если закроют, увидите, какая судьба города ждет. Тут только будут жить крестьяне, продавцы, и все. жастар қаласы дейтін тұғын Аркалык называли городом молодежи. Жизнь в Аркалыке кипела. У нас были спортсмены и певцы. Город расцветал. Он быстро развивался.
Что же нам теперь делать? Говорят же, что все в руках Аллаха, затем в руках правителя. Может, кому наверху не понравилось и закрыли Аркалык? қала ол кезде 70-80 мың В городе в то время проживало 70-80 тысяч человек. Жили и русские, и казахи. Это был очень хороший и дружный город. Никаких ЧП не происходило. Теперь его улочки кажутся тесными, но он чистый. Утром машины моют водой. Сейчас я не вижу, чтобы их мыли. Наверное, в Астане еще моют. Где-то в 90-х годах, когда совсем припекло, многие переехали. Даже дома не стали продавать. Уехали в Россию кто куда. Все большие дома и постройки в городе были разрушены. Если еще ТБРУ закроют, то не смогу поверить, что Аркалык потом будет развиваться. Думаю, не будет развития. ойлауға менің миым жетпей тұр енді. Оған дами қоймас. велосипедтер жаңа жыл Белазисты. Была встреча с ребятами в начале года, с теми, кто уехал и вышел на пенсию. Все были дружны. Мы все еще на связи. Все мероприятия проводили вместе. У нас все было очень хорошо, и сейчас так же. Они тоже переживают. Что происходит, как оно было, вот и все. Звонят мне, интересуются, как тут ситуация. Они тоже переживают. Есть те, кто считает, что стоило раньше приехать в Астану. Кто поместится в Астане, если все туда поедут? И здесь должны оставаться люди. елден адам қалу керек қой. әке шешем Мои родители были здесь, и мои братья. Нас 5 братьев. Сейчас некоторые в Астане живут. 2-3 братьев. Младшая сестра. Купили там дома. Когда мы были молоды, думали, что и нам пора ехать туда. Я не мог уехать, оставив здесь родителей. Они умерли здесь. Прошло 5 лет. И куда теперь податься? В 70 километрах от нас находится село Каинды. Рядом с нами протекает река Тургай. Ее воды никогда не загрязняются. Рыбу под водой можно увидеть. Даже то, как прикасается к твоей ноге. Как можно расстаться с такой природой? Как уехать? Здесь похоронены наши предки. сондай қалай табиғатқа қиясып кетесің ата бабаң жатқан жері Сколько нас, народу, сейчас останется. Вы видели сегодня, сколько было людей. Это всех же надо трудоустроить. А устроиться у нас очень трудно. Поэтому, если кто там, как говорится, видит, слышит, да, ну, пусть нам помогут что-то оставить. Город этот основан на этом руднике. Столько боксита тут, семейные, есть такие семьи, что и внуки работают у нас. Ну а теперь выходит так, что мы никому не нужны. біз облыс ашады деп өтінеміз әрі Мы все еще надеемся на открытие области. Большинство наших людей говорят, что в итоге откроется. Наверное, откроется. Мы так думаем.